Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях Амира Слепцова из Китая. Амира, добрый день! Добрый день! Амира, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты родилась, где ты закончила школу, университет, может быть? Сама я родом из Верхневилюйска, село Буатулу. Семья у нас большая. У меня 5 сестер старших и 1 сестренка. 7 девочек. И папа, мама. Родители меня воспитали очень свободно и поддерживали всячески, чтобы я развивалась со всех сторон. Поэтому они меня отправили в гимназию. В то время я вообще не хотела оставлять свой дом и выходить из зоны комфорта, если вот так сейчас смотреть. Этот момент стал толчком для начала для расширения моего мировоззрения, я так считаю. Поэтому с тех времен я начала интересоваться тем, как люди живут, другие люди в других местах, в других городах, даже странах. И, получается, с того времени начала мечтать побывать за границей сначала, а потом даже, может быть, пожить в другой стране. Да, а почему именно Китай? Я особо не мечтала о Китае, мечтала больше о Корее, Норвегии, Канаде. Но судьба так решила и выбрала Китай. А как давно вы живете в Китае? В Китае я живу более 5 лет. Сначала туда поехали учиться на бакалавриат, потом стала работать по своей профессии. У меня специальность туризм, поэтому я работала в сфере турфирмы, работала гидом на острове Хайнань, город Санья. Потом решила, что такая работа не для меня, и нашла компанию, которая подходит по моим взглядам и принципам. Сейчас я работаю в провинции Сычуань, город Чэнду, в компании, которая продвигает экологический образ жизни. Мы продвигаем разные проекты, сотрудничаем с государством Китая и сотрудничаем с разными странами, в особенности с Англией, потому что в Англии экология, она очень развита. Вот эти темы, и еще Тайвань. Очень интересная деятельность, особенно учитывая Китай. В чем состоит ваша работа именно в этой организации? Вы просвещаете население или занимаетесь проектной деятельностью? Да, такие мероприятия тоже существуют именно в плане просвещения. Мероприятия, всякие праздники даже бывают, да, для детей, для семейных, а также есть более глубокие проекты, это более на духовном уровне. Мы их проводим для предпринимателей, бизнесменов, управляющих больших компаний. Вот, например, многие из нас слышали об американской мечте. Есть ли похожая или так называемая китайская мечта? Американская мечта, почему она так называется? Потому что там свобода. Там нет границ между религией, национальностью и прочее. А в Китае насчет этого тоже они более лояльны. Но насчет китайской мечты я бы сказала, что люди туда хотят поехать чисто для того, чтобы дотронуться до слишком развитой страны, может быть так сказать, потому что, мне кажется, сейчас Китай на первом месте именно с технологической стороны развитости. Но это, конечно, если смотреть правде в глаза, то эта вот развитость, она к хорошему ничему не привела, потому что отношение человека с природой, она разрушена в Китае кардинально. За эти 5 лет я ни разу не видела дикой вот прям девственной природы, как у нас в Якутии, в России. Поэтому, сами понимаете. Хорошее имеет свои какие-то негативные моменты. Какие есть культурные различия между Китаем и Россией, и что нужно знать людям, которые собираются в Китай? Именно как турист. Да, как туристы или как те ребята, которые хотят поехать туда учиться, допустим. Так как я работала гидом, жила там, училась, поэтому могу там посоветовать, так целый день могу рассказать об этом. Но китайцы, они очень обожают, очень любят светлых
светлокожих людей и просто красивых людей. И они очень доброжелательны. Они просто интересуются человеком и могут взять телефон, начать там фотографировать, на видео снимать. Наши люди это воспринимают как-то негативно. Поэтому я хочу сказать, не бойтесь, это просто такая любознательность человека, как у ребенка. Увидел что-то красивое, побежал, пофотал. Я хочу сказать, что нужно быть к этому чуть-чуть лояльным. Если вы едете в какую-нибудь страну, обязательно нужно уважать их правила и законы, естественно. Также и чуть-чуть интересоваться их культурой. Можно делать, как я. Я, к примеру, когда еду в другую страну, я обязательно делаю, как они. Двигаюсь, общаюсь. А скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, можешь сравнить, да, учебу и работу в Китае и в России. Какие есть сходства и какие есть различия? Насчет учебы в Китае они слишком нагружают человека, особенно ребенка. Вот. Мне сами друзья китайцы так рассказывали в детстве. В начальных классах их настолько нагружают учебой, что у них после учебного времени дальше берут репетитора до 7 вечера, до 9 вечера, понимаете. Вот. И к 30 годам тоже прям на учебе очень сильно зациклено. В России у нас очень свободное время после учебы, у нас много друзей, поэтому я считаю, в этом плане в России намного лучше, чем в Китае. Насчет работы я хотела бы отметить своего начальника, на которого я сейчас работаю. Я абсолютно обожаю ее, потому что она уважает каждого сотрудника. Она направляет нас в ту деятельность, к которой мы сами подходим по своему характеру, по своим талантам. Поэтому есть такое чувство, как будто она мой друг, моя сестра старшая, очень мудрая женщина. Поэтому в компании отношение руководящих, именно лидирующих постов к специалистам, специалистам, у них совершенно другое. Я это даже почувствовала, когда работала в отеле гидом, вот именно с китайцами, да? Совершенно другое. И они постоянно устраивают обучающие классы для лидерства, для сплочения коллектива, стимулирующие подарки от компании, бонусы. Поэтому мне там очень комфортно. Насчет России у меня пока еще нет опыта работы в России, поэтому ничего сказать не могу. У вас интернациональный коллектив получается? Да, у нас интернациональный коллектив. Начальница моя, она из Тайваня. Потом ее муж тоже работает в компании. Он из Сингапура. Также у нас сотрудник из Малайзии. Также несколько местных. Амира, скажи, пожалуйста, вот, допустим, когда мы думаем о Китае, то большинство людей уверено, что Китай не уделяет должного внимания экологической теме, да? Вот, что ты думаешь по этому поводу? Так как Китай является очень развитой страной, они давно уже начали задумываться о вопросе экологии и начали внедрять всякие программы, проекты на решение этих проблем. Также государство постоянно поддерживает такие проекты, поэтому таких проектов огромное количество. И я считаю, что мы в первую очередь должны извлекать из этого какую-то пользу. К примеру, у нас в Якутии какая-то мода на что-то, как эхо, приходит через пару лет, может даже через 5 лет аукнется у нас тут. Поэтому я считаю, в эпоху интернета, когда все у нас тут открыто, можно смотреть, наблюдать за развитыми странами и на примере интересных проектов, креативных проектов взять для себя что-нибудь интересное, новое. К примеру, для этого я могу подкидывать всякие бизнес-идеи, которые есть в Китае, разные креативные проекты. У них все, во-первых, креативно, экологично и современно. У нас как раз экологическое направление сейчас становится популярным, в том числе среди молодых, продвинутых предпринимателей. Я думаю, что они могут выходить на тебя, да, и узнавать какие-то новинки, какие-то идеи. То есть можно свободно на тебя выходить. Конечно, можете подписаться на мой инстаграм Амира Чой. Туда я постоянно в сторис выкладываю всякие идеи, какие-то новые новинки, постоянно выкладываю и освещаю людей новой информацией. А что ты рассказываешь своим коллегам, друзьям о своей малой родине? Было бы интересно послушать. О своей родине я рассказываю много.
постоянно, потому что в Китае есть такая проблема. Не то, что в Китае, даже во всем мире, мне кажется. Все считают, что в России живут одни русские, один русский народ. Россия у нас многонациональная страна, 156 народов, в том числе и мы, якуты, да. Я об этом постоянно рассказываю, что у нас очень много народов, в том числе у нас есть огромная республика Саха, Якутия. Рассказываю про нашу культуру уникальную, что у нас есть свой язык, свои обычаи, что мы до сих пор их почитаем. Было ли у тебя когда-нибудь желание помогать нашей республике? Если да, то в чем это проявлялось? Да, поэтому-то я и выбрала эту экологию. Я бы хотела сначала набраться опыта в другой стране, посотрудничать с другими странами. Вот как раз мы вышли на Англию, научившись чему-нибудь новому, продвигать у нас в Якутии. Очень хорошее желание, потому что экологическая тема у нас тоже стала очень актуальной. В последнее время очень актуальна. Амира, скажи, пожалуйста, несколько слов пожеланий нашим радиослушателям. Можешь даже сказать что-нибудь на китайском. Хорошо. Желаю всем радиослушателям много путешествовать, расширять свое мировоззрение. Это очень важно для жизни. И, конечно же, здоровья, счастья и много улыбок. 祝大家身体健康，幸福快乐。谢谢大家。 Амира, спасибо большое, что пришла к нам. Удачи тебе во всем. И я надеюсь, что, набравшись опыта, в экологической тематике, ты приедешь сюда, либо, находясь в другой стране, будешь помогать нашей республике делать свои экологические проекты. Обязательно. Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях была Амира Слепцова из Китайской Народной Республики. Можете на нее выходить, если вас интересует именно экологическая тематика. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч!